пошла кровь, прям сильно пошла и не останавливалась. И девушка теперь не сможет стать матерью. Но я же не могу бесконечно рожать девочек, поэтому и сделала аборт. Проблемы с репродуктивным здоровьем в городе Ош отличаются от областных. Если в районах основная проблема заключается в позднем учете и отсутствии планирования беременности, то в самом Оше это короткий интервал между родами, подростковая беременность и аборты. Вообще в Кыргызстане аборты остаются одним из распространенных способов регулирования рождаемости. Только официально в стране регистрируется около 20 тысяч абортов в год. При этом число граждан, использующих контрацептивы, снизилось. Не стал исключением и Ош. Контрацепцией в городе, несмотря на все усилия медиков, пользуются лишь 14% женщин репродуктивного возраста. Стоит и проблема прерывания беременности не в государственных медучреждениях. Врач-гинеколог Ошского городского ЦСМ Кишимджан Мурзакулова – одна из тех, кто много лет активно работает в партнерстве с Кыргызским альянсом по планированию семьи, а также с международными организациями, содействующими снижению материнской и младенческой смертности. Хотя мы проводим санпросветительные работы, да, среди населения, даже с имамами, с религиозными работниками, среди активистов, даже в вузах, СУЗах мы везде проводим занятия. Хотя мы открыли школу матерей, школу безопасного родительства открыли. И то у нас аборт в силе, да, как один из способов предохранения от нежелательной беременности. Говори, не говори, говорят, например, у меня почки болят, ни спирали нельзя. Кроме спирали столько методов предохранения. Есть таблетки, есть импланты, есть уколы, да, например, на 3 месяца, есть презерватив. Некоторые думают, за 5 минут сделала аборт, ушла, да, о последствиях не думают. Аборт тоже же это операция, это внутриматочное вмешательство. Есть отдаленные результаты, да, осложнения, есть непосредственные осложнения, например, постабортные эндометриты, воспаление, септическое осложнение, порой умирают после абортов. И иногда не соглашаются, да, делать. Например, у нас не делается в поликлиниках, как говорится, в СЦЭМах не делается. Есть частные центры, есть гинекологическое отделение, иногда туда не ходят. Есть фармаборт медикаментозный, да. Некоторые, как многие узнали уже о безопасном аборте, да, медикаментозном, они уже, как обычно, они даже друг другу подсказывают, пьют таблетки, выкидывают. Абортом они сами занимаются. Даже очень есть грозное осложнение после фармаборта. Иногда сразу начинается кровотечение, да? Например, так было у Кулпунай. Я не хотела принимать гормоны, и когда поняла, что беременна, решила купить и выпить таблетки. Слышала от знакомых, что они помогают избавиться от ребенка. Должны были быть просто кровянистые выделения, но пошла кровь, прям сильно пошла и не останавливалась. Хорошо, с работы муж пришел пообедать. Он меня в больницу отвез. Врачи сказали, что состояние у меня было тяжелое, я много крови потеряла. Спасибо им, что они меня спасли. Глава Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина отмечает, существует несанкционированная торговля препаратами для медикаментозного аборта. Очень важно получить хорошую, качественную консультацию специалиста и, естественно, чтобы все происходило, пусть даже если и дистанционно, но все-таки под контролем этого специалиста. У нас, к сожалению, ситуация выходит из-под контроля. Зачастую женщины, которые хотя бы один раз прибегнули к медикаментозному аборту самостоятельно, предпочитают это продолжать делать самостоятельно. Почему? Потому что препараты на сегодня на юге, поток контрабанды больше, поэтому цена на препараты ниже. По словам Чиркиной, многие специалисты говорят, что сталкиваются с последствиями медикаментозного аборта, который женщина совершает самостоятельно.
Это и кровотечение, это и определенные негативные последствия по восстановлению менструального цикла и так далее. Президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов Арсен Аскеров проанализировал причины низкого уровня использования контрацепции. Почему такой низкий охват? Очень много. Первая причина – это, естественно, финансовый вопрос доступности. Это закупки этих средств организациям здравоохранения или другими организациями, которые должны были заниматься обеспечением доступа этих средств гражданам Кыргызстана. Вы знаете, что категория льготных женщин, льготной категории женщин, они все-таки на долю всей страны, если взять, то это будет небольшое. От силы там 3 или 4%. А вы знаете, у нас страна больше представлена женским населением, и на менее 3,5 миллиона женщин, по крайней мере 2 миллиона нуждается в контрацептивных средствах, но у нас 2 миллиона непрерывно, постоянно не обеспечивается современным контрацептивным средством. Лично покупать это дорого, вы знаете, сейчас действительно пересмотрели ценовую политику многие фармкомпании, дистрибьюторы, и если раньше некоторые контрацептивные средства стоили всего лишь, гормональные, к примеру, стоили всего лишь 200 сомов, сейчас они доходят до 1000 сомов. То есть в 5-4 раза подорожали контрацептивные средства. Тот же самый презерватив, если раньше стоил 5 сомов, сейчас он стоит уже даже около 50 сомов. То есть 10-кратное увеличение стоимости контрацептивных средств. Вторая причина – это информированность и знание населения. Здесь, конечно, большая роль относится к системе здравоохранения и общественной системе, которая должна параллельно идти в унисон. Двумя системами они должны были обеспечивать постоянно, насыщенно информацией и знаниями. К сожалению, Министерство образования, Министерство здравоохранения и общественные организации не могут это обеспечить адекватно, потому что у них тоже возможности ограничены, требуется действительно много вложений, других подходов и так далее, кооперации, мобилизации. Но из-за того, что этого нету, поэтому, конечно, население мало информировано, и особенно молодежь недостаточно владеет знаниями, необходимыми для того, чтобы использовать контрацепцию. Поэтому у нас и уровень аборта остается пока высоким. Среди пациентов, делающих медикаментозные аборты, есть и девочки-подростки. У них другие причины прибегать к методам прерывания беременности, минуя официальную медицину. Одна из них – страх осуждения. Кроме того, чаще всего это жертвы насилия. Подростки, даже школьницы есть, они беременеют, теперешняя молодежь, есть среди них, которые ведут такой беспорядочный образ жизни, живут половой жизнью даже. Но среди них есть, потом они скрываются, они незаметно хотят сделать аборт. Это самый подходящий фармаборт, конечно, медикаментозный аборт. Они принимают таблетки, иногда не произойдет аборт, ребенок будет расти, иногда неудачно, потому что они у специалистов не советуются, они не приходят к ним. Они услышать у подруги, у кого-нибудь, да? Это как сарафанное радио, да, у нас считается. Они что услышали, то и делают. Обычно это неудача или осложненный медикаментозный аборт. От проведенного самостоятельного аборта пострадала Айнура. Айнуре было 15 лет, когда она пыталась прерывать беременность с помощью таблеток, которые купила самостоятельно. У девушки остались части плодного яйца и поднялась температура. Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, Айнура принимала парацетамол. Она скрывала произошедшее. Когда же девушка наконец попала к врачам, то была уже в тяжелейшем состоянии, и ей пришлось удалить матку. От семьи все это Айнура скрыла. Когда же они узнали, то родня угрожала врачам, ведь девушка теперь не сможет стать матерью. Но те объяснили, таблетки для аборта ей никто не назначал, и речь шла о спасении жизни пациентки. Многие кыргызстанцы убеждены, семье нужен наследник. И это, как ни странно, тоже причина, по которой женщины в Аше решаются на аборты. И у нас в 12 недель по УЗИ спокойно можно узнать пол ребенка. Если они желаемый пол ребенка они оставляют,
Если нежелательные, они прерывают, потому что в 12 недель можно прервать беременность. Есть такой наш шаг. Они вот умышленно вот так стоят на учет, пока принимают профилактические препараты, но они ожидают, пока узнают полплода, потом они принимают окончательные решения. К примеру, аборт вместо рождения очередной дочки предпочла Салима. И УЗИ показало, что у меня девочка. Это уже вот 4-й раз, у меня дома 3 дочки. А медики сказали, что ребенок здоров, но я же не могу бесконечно рожать девочек. Поэтому и сделала аборт. Возвращаясь к абортам, к которым прибегают наши женщины, и это не секрет, да, что у нас появились на сегодня селективные аборты, когда женщина, забеременев, идет на УЗИ, узнает пол ребенка и потом прибегает к тому, чтобы избавиться от той нежелательной беременности только лишь потому, что пол ребенка не соответствует ее ожиданиям. Ну, мы знаем, что, как правило, выбирают мальчика, а вот в пользу девочек у нас не всегда работает этот выбор. Ну, таких примеров было много. Такие примеры в Корее, в Индии, в Китае, где селективные аборты существовали. Ну, первый вариант, самый простой, который, например, избрала Индия, они просят УЗИ специалистов не называть пол ребенка до 20 недель. После 20 недель называется пол ребенка, когда уже как бы селекция невозможна, да, с помощью аборта. Невынашивание беременности, хронические воспалительные процессы половых органов, бесплодие – далеко не полный список возможных осложнений аборта. Между тем, средства контрацепции позволяют не только сохранить репродуктивное здоровье, но и предотвратить ряд заболеваний.